Первый месяц весны, так переводится с арабского языка слово «Рабиуль-Авваль». И действительно, сегодняшний первый день этого месяца для мусульман Ингушетии выдался по-настоящему весенним, несмотря на октябрь. Рабиуль-Авваль – это третий месяц мусульманского лунного календаря, а значит, он является по-настоящему феноменальным событием. В этот месяц родился последний посланник Аллаха, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. В этот почитаемый месяц весь мусульманский мир празднует это событие, поскольку Аллах благословил человечество рождением лучшего человека на свете. Это особенный месяц, полный благословений Всевышнего, среди которых, кроме рождения посланника, также и его хиджра в Медину, построение первой мечети. Кроме того, Рабиуль-Авваль знаменателен тем, что именно в этот месяц был прочитан первый джума-намаз. Рабиуль-Авваль, или, как в ингушском обществе принято говорить, Моллуд-Бот, празднуется с большой приверженностью, трепетом и почтением. Этот месяц объединяет всех мусульман. Проводятся благотворительные акции, раздают милостыню, читают мовлаты и салаваты, коллективно благословляя пророка, тем самым выражая любовь к Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Этот месяц еще одна возможность для мусульман отвлечься от мирского и задуматься о главном, о Всевышнем, который благословил мир своим последним посланником, размышлять над жизнью пророка, мир ему и благословение Всевышнего. موعدكم ويعاشي يا وجوتشاو معي سوسري ليس الدنيا دنيا شو يخشى ويشاو موعدكم معي سوسا شو وجوتشاو عند الحوض حسن نفي يشار يصل شعب الجوشة حسن نفي يشار تقري بعشق تيجي والله أزداد الضوء شعير فهمه وذكأني سوى الشن موسى طبعا أنظر إليه من مقامي أوزر داخل يجيش أصحاب عقل الشن موسى. День рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и месяц, в котором он родился, это благословение Всевышнего, которым он почтил человечество. Это радость для каждого верующего, так как именно этот день и месяц Аллах сделал особенным, подарив благо каждому мусульманину. В нынешнем году благословенный день рождения любимца Аллаха приходится на 9 ноября. مال بوشان ديك حمود بوشان بركة خدوشان قاست ربيع أول بيتشان تطيح كهيجر شيء أتوب والشتي مو ديش حواش تسوي حد شوية صغري أنا عم تحد عليه نياك أو ودش عليه ديك حمودي بيمر بمسكن ووش خلديس دائما ووش خلديس مش تياك مش لينو شيء ديز مش دوت بيرش دوت ودحسة دوت. По мнению богослова, в течение этого месяца мусульмане должны усерднее совершать благие деяния, больше молиться, восхвалять пророка Мухаммада и следовать его сунне, благодарить Аллаха за ниспослание пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, благодаря которому ислам дошел до нас как совершенная и истинная религия.